Башгу и авиационный университет поддержали предложение главы Башкортостана Ради Хабирова о создании большого совместного вуза. Решение принято учеными советами, в заседании которых принял участие руководитель региона. Он рассказал о возможностях, которые получат вузы, и новых перспективах, в чем они заключаются, а также какие доводы приводили научные работники в нашем материале. Ради Хабиров пришел в Башкирский государственный университет с особым чувством. Он окончил этот вуз, работал здесь долгое время, и все связанное с этим периодом жизни очень дорого, признался глава Башкортостана. Мысли о прошлом сменились серьезным разговором о будущем и о том, как быть в лидерах. Как сказал Ради Хабиров, на тот момент, когда принимались важные решения для развития высшего образования, республика оказалась в аутсайдерах, но есть шанс переломить ситуацию. Здесь нет ни одного человека, я сам лично тоже это понимаю, что это довольно болезненный процесс. Но мы исходим из того, что либо мы в этот процесс заходим, и заходим только с вашего решения. Мы без вашего решения никуда не пойдем. Либо мы в него заходим, и у нас есть довольно серьезные шансы все-таки ощутимо появиться на будущей стратегии развития высшего образования и науки в Российской Федерации, стать ярким, заметным, скажем, пятном и некой сущностью, которая там работает. Это в случае, если мы объединимся. Если мы не объединяемся, то я, к сожалению, могу констатировать, глубоко уже понимая стратегию развития высшей школы, что мы потихонечку скатимся к местечковому вузу. Ученый совет Башгу выслушал доводы, а затем большинством голосов поддержал предложение главы Башкортостана создать новый большой университет. Ради Хабиров сообщил, что правительство республики учредило 4 гранта по 75 миллионов рублей на развитие науки, которые получат вузы Башкортостана. Объединенному университету передадут научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений, который пока входит в структуру Академии наук Башкортостана. Однако коллектив БГУ оценил не только это. Впервые за последние десятилетия руководство республики обратило такое столь пристальное внимание на высшее образование и готово оказать поддержку на федеральном уровне. Уважаемые коллеги, вы же видите. Благодаря усилиям руководства республики в регионе создан, как уже сказал Ради Фаридович, Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, который объединил все вузы, научные организации республики и реальный сектор экономики. Заседание ученого совета прошло и в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Ради Хабиров поблагодарил профессиональный коллектив УГАТУ за участие в проекте по созданию Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, который в конце прошлого года получил федеральный статус. Задан серьезный тренд на развитие и необходимо сделать выбор – объединяться с Башгу или нет. Это вместе подумать, стоит ли нам объединяться или нет. Это инициатива моя личная. И я прекрасно понимаю все риски. Поэтому сегодня я хотел и пришел к вам просить поддержать эту инициативу. Но подчеркиваю сразу, что решение принимаете вы. Вы отвечаете за судьбу авиационного университета. Я сразу вам говорю, я буду уважать любое ваше решение. Но подчеркиваю, в случае непринятия этого решения, через 10 лет мы также будем сидеть, или другие люди, и будут говорить, что вы этот шанс упустили. Ректор УГАТУ Сергей Новиков рассказал, что эксперты сферы высшего образования отмечают постепенное снижение темпов развития республиканских вузов. Средний возраст преподавателей УГАТУ, например, достиг 51 года. Есть сложности и в развитии новых направлений обучения, привлечении специалистов международного уровня. Поэтому важно сделать качественный шаг вперед в развитии вуза. Анализ деятельности нашего университета по некоторым ключевым показателям, в общем-то, сегодня мы видим, что неутешителен. Другого слова я бы не подобрал. Сравнение УГАТУ с ведущими сегодня техническими вузами по показателям различных рейтингов сегодня не в нашу пользу. В сфере образования по числу студентов, среднему баллу ЕГЭ, доля иностранных студентов, иностранных НПР наш университет, конечно, отстает и отстает на порядок. Ученый совет УГАТУ поддержал предложение создать объединенный большой университет. Планируется передать ему создаваемый в Уфе технопарк высоких технологий АКЮ-парк, совместный проект Башкортостана и фонда Сколково. Он разместится в офисном здании по улице Заки Валиди, 32А. Ради Хабиров сказал, что филиалы и диссертационные советы вузов сохранят. Кроме того, он указал, что впереди серьезная конкуренция. В программу «Приоритет-2030» войдут 100 университетов, каждый из которых ежегодно будет получать базовые
разовый грант в размере 100 миллионов рублей на проекты по социально-экономическому развитию региона. 40 вузов по итогам конкурсных процедур смогут претендовать на специальные гранты до 1 миллиарда рублей. Вуз, который может появиться на базе УГАТУ и БГУ, может войти в топ-40, а это значит, что будет иметь шанс на успешное будущее. Екатерина Тимиряева, Марат Юнусов, Ильшат Казакулов. Новости Уфа.